Я приветствую всех любителей спорта. Сегодня вторник, и значит, этим вечером мы вновь собираемся ради спортивного интереса. В этом выпуске узнаем, как осетинские спортсмены покоряли европейские игры, сколько человек вошло в китайскую делегацию, прибывшую на сборы к Виталию Сланову, и, наконец, как сборная Северной Осетии готовится к чемпионату России по вольной борьбе. Поехали! В Беларуси завершились вторые европейские игры. Это своего рода континентальная олимпиада, которая в полной мере позволяет определить лучших спортсменов Старого Света. Так что атлеты приезжают на эти состязания не отбывать номер, а всерьез заявить о себе. Грандиозный спортивный праздник не обошелся и без представителей Северной Осетии. В составе сборной России на игры отправились дзюдоисты и борцы. Первыми в борьбу вступили дзюдоисты. Молодой осетинский тяжин Алтасоев, который был дебютантом игр, смог приятно удивить и порадовать болельщиков и тренеров. На пути к финалу Тасоев одолел всех своих оппонентов, а в борьбе за золото вышел бороться против действующего чемпиона мира грузинского атлета Гурама Тушишвили. С первых же секунд спортсмены осторожничали, так как на татами малейшая ошибка может стать фатальной. Первым активное действие провел Тасоев. Он сделал красивую подсечку и заработал балл. Но радоваться нашим болельщикам пришлось недолго. Уже в следующем захвате опытный Тушишвили проводит эффектный бросок и побеждает. Позже, во время интервью, Инал признался, что на какие-то секунды немного расслабился, и в этом была его ошибка. Тем не менее, для молодого дебютанта серебро на Евроиграх – достойный результат. По окончанию личных выступлений стартовали командные соревнования. Инал Тасоев и другой осетинский дзюдоист Алан Хубецов также приняли в них участие и внесли вклад в победу нашей сборной. Россияне уверенно дошли до финала, где встретились с португальцами. Оппонент был достойный, но по первым схваткам было понятно, нашим ребятам нужна только победа. Итог: Россия выиграла Португалию со счетом 4-3 и заняла первое место по дзюдо в командном зачете. На европейские игры поехал и Заурбек Сидаков. Он был единственным представителем Осетии в составе сборной России по вольной борьбе. В Минск Сидаков отправился в ранге фаворита. Свой статус он подтвердил в первой же схватке. На ковер Заур вышел против вице-чемпиона мира Автандила Кинчадзе и выиграл его со счетом 5-3, продолжив свой путь к золоту. В полуфинале соперником Сидакова стал хозяин ковра Азамат Нуриков. Белорус оказался очень упертым и выиграл первый период со счетом 2-0. В перерыве, получив ценные указания, Заурбек стал оказывать давление на своего соперника. Второй период выдался очень валидольным. Сидаков на протяжении оставшегося времени изматывал Нурикова и в самом конце поединка, набрав баллы, выиграл встречу со счетом 6-4. В финале Заурбека ждал турок Санер Димитраш. Наверное, пожалев нервы своих болельщиков, Сидаков не стал откладывать дело в долгий ящик. В середине первого периода осетинский вольник делает хороший проход в ноги, после чего буквально сжимает турка в тиски и проводит удержание. Димитраш старается, бьется, хотя, на мой взгляд, уже давно на спине лежит. Да, судья наконец принял решение. Таким образом, Сидаков подтверждает реноме доминирующего борца в весе Сайтиева. После вольников минские ковры оккупировали классики. В весовой категории 67 килограммов честь страны отстаивал воспитанник осетинской школы борьбы Заурбек Кабалоев. В первой схватке он одолел своего визави из Германии. В полуфинале Заур встретился со своим земляком, представителем Белоруссии, Сосланом Дауровым. Поединок выдался очень напряженным, на табло горел счет встречи 1-1. Но победу все-таки одержал Кабалоев по последнему действию. На ковре Б победу одержал спортсмен в красном трико из Российской Федерации. Заур Кабалоев. В финале Заур встретился с представителем Грузии Шмаги Болкадзе. В первом периоде Кабалоев проиграл, но во втором сконцентрировался и полностью доминировал над оппонентом. Эффектный двухбальный бросок в конце схватки был золотым отливом. Грамотно оборонявшись, Заурбек Кабалоев смог довести поединок до победного.
На Евроиграх российская сборная заняла первое общекомандное место и вновь доказала, что наши спортсмены являются лучшими на континенте. Больше всех золотые медали в копилку сборной принесли борцы и самбисты. Георгий Гасиев, Азамат Галуаев. Спортивный интерес. У нас в гостях победитель европейских игр, дзюдоист Инал Тасоев. Инал, приветствую. Здравствуйте. Ну и позвольте сразу же поздравить с победой. Первое место в командном зачете и второе место в индивидуальном. Причем, давайте сразу проясним ситуацию. Чемпионат Европы по дзюдо проходил параллельно с европейскими играми. Да, у нас как бы, когда бывают европейские игры, отдельно чемпионат Европы они не делают, как бы вместе делают этот турнир. И за Европу дают медали, и точно так же за европейские игры. Ну и получается, победители получили сразу 4 комплекта наград. Ну да. И тут же хочу вспомнить драматичный финал против Португалии. Проигрывая со счетом 3-0, наша сборная сумела все-таки вырвать победу. И причем первый балл в копилку 3-1 сделали счет именно вы. Как так? Удалось все-таки не сломаться. Вот любое поражение после счета 3-0 уже было бы проигрышем окончательно. Ну да, изначально первые схватки, что-то у них пошло не так, все начали падать, проигрывать 3-0, там уже права на ошибку вообще не было ни у кого. Да, следующая схватка моя была с португальцем. Это при счете 3-0 я выходил в следующий, но такого давления на меня не было. Да, я не переживал, я не волновался, я знал, что я должен сделать, и сделал то, что было в моих силах. Тут есть еще один такой момент. Вы дебютант взрослых игр. Вы впервые выступаете во взрослых играх и сразу же серебро в индивидуальном и, повторюсь, золото в командном зачете. Это большой успех. И вы говорите, что не было никакого давления. Ну да, не было на меня такого давления. Да, это первые мои европейские игры и первый чемпионат Европы. Я взял серебро и как бы я ехал за золотом на самом деле. Даже если это мой первый чемпионат, я все равно ехал за золотом. И я был готов выиграть этот чемпионат. Ну, сегодня серебро. Ну, на самом деле, это было потрясающее выступление. Вот честно скажу, мы смотрели. Единственное, да, вы сказали, что серебро все-таки это поражение Гураму Тушишвили, да, из Грузии. Но Гурам чемпион мира 2018 года. Да, мне обидно. Я никогда не смотрел на их достижения. Вот он чемпион мира, он чемпион Европы, дважды чемпион Европы. Ну и что? Вы были близки к победе. Ну да, но что-то пошло тоже не так. Я повел в счете, потом как-то перестоял, отдал свой захват и проиграл тем самым. Но все было заслуженно, как должно было. Инал, что важнее для вас, серебро индивидуальное или командное золото все-таки? Ну, конечно, серебро индивидуальное. Я не знаю, я, наверное, радовался бы бронзе больше, чем серебру. Почему? Потому что, ну, бывает обидно, когда ты уже в шаге от золота и ты проигрываешь этот финал. Особенно, когда ты ведешь в счете. А командный, так, мне еще задавали вопрос, ну и как, говорит, тебе, ты стал чемпионом сегодня, а вчера у тебя было серебро, хоть какие-то у тебя эмоции поменялись, что вот ты не взял золото. Нет, ничего не изменилось, все точно так же, внутри как-то. Также вместе с вами Алан Хубецов выступал, он был заявлен в матчах, если не ошибаюсь, в Сербии, да? Да. И как там все сложилось? У нас как бывает в командном турнире, если, например, мы повели в счете, вот, грубо говоря, 4-0, и уже у них нет шансов отыграться, вот другие остальные уже дальше не будут бороться. И да, не дошло дело, да, и он как бы не вышел с ними бороться. Инал, на европейских играх еще один наш спортсмен отличился, Заурбек Сидаков. Все прекрасно, наверное, знают, что он взял золото, он стал победителем также европейских игр. Удалось ли вам посмотреть его схватки и вообще понаблюдать за тем, что там происходило? Да, и мне не удалось лично присутствовать на трибунах, когда он боролся, потому что в этот день мы тоже боролись в командном турнире. Но когда на утро мы уезжали в 6 утра, и он спускается, мы уезжаем, а он спускается, и ему надо было на финале бороться. И он спускается и подходит тоже. Мы там рядом стояли, и подошел, и поздоровались, я им пожелал удачи, и он стал чемпионом, он молодец. Каждый раз вот в этой студии мы говорим об успехах спортсменов. Но, наверное, я считаю, будет правильным, если мы и скажем о тех людях, которые внесли огромный вклад в эти успехи, это тренеры.
Да. А кто именно готовил вас к этим играм, к чемпионату Европы, кто внес свой вклад в это все? Первый мой тренер это был и есть Ирбек Айларов. Ну, я изначально был на сборах, там мы готовились со сборной России, но здесь я готовился со своими личными тренерами. Это Ирбек Айларов, это Алик Бекузаров, все мне помогали. И утром тренировки, и вечером. Давайте вот сейчас сюрпризом таким что-нибудь можно им сказать, они наверняка этого не ожидают, но по телевизору будут смотреть, я так думаю. Я могу им сказать только большое спасибо. Это благодаря им я и сижу здесь. У меня есть эти медали, если бы они у меня бы не было всего этого, на самом деле. Инал, что дальше, что в планах? Ну, дальше у нас, как бы, я до 10-го буду дома, буду здесь тренироваться. А потом 10 числа мы поедем в Адлер на сбор. И там уже сборная России объявит там состав. Там будут еще пару турниров. Венгрия, Будапешт, Хорватия. И самый основной старт – это чемпионат мира. Я надеюсь побороться на чемпионате мира. Ну, мы вам искренне и от души этого желаем. Спасибо. Инал, спасибо, успехов. И дай бог, чтобы еще не один раз у нас был повод вот так с вами пообщаться. И спасибо за то, что прославляете нашу республику и завоевываете вот такие замечательные, красивые медали. Спасибо. Буквально на днях в Сочи стартует чемпионат России по вольной борьбе. Наша съемочная группа тоже скоро отправится в путь и будет работать для вас с места событий. Все самое интересное вы узнаете в прямом эфире в рамках наших информационных программ. А по завершении турнира обязательно смотрите обзорный материал. Ну а пока давайте узнаем, как готовятся осетинские богатыри к одному из самых важных стартов спортивного календаря. За окном жара, а в стенах Академии борьбы имени Асламбека Хадарцева кипит работа. Здесь подходит к концу третий, заключительный этап подготовки к чемпионату России по вольной борьбе. Наша подготовка строилась в 3 этапа. Первые 2 сбора у нас прошли на Сапицкой. Акцент был там на функционально-силовую подготовку. Проделали огромный объем работы. Ребята находятся в очень хорошей физической форме, так что можно рассчитывать на них. Выиграть чемпионат Европы легче, чем чемпионат России, в один голос твердят спортсмены. Конкуренция внутри страны настолько высокая, что нервы могут сдать. Поэтому атлетов готовят не только физически, но и психологически. В этом году чемпионат России по вольной борьбе проходит в Сочи. Северную Осетию представит более 30 спортсменов. Состав нашей сборной действительно звездный. В него вошли неоднократные призеры российских и международных соревнований. Порядка 35 человек отправляем на чемпионат России. Дополнительно отправили 6-8 заявок еще на Федерацию России, чтобы нам сделали допуск на этих ребят. Надеемся, что их тоже допустят. А так, говорю, 35 человек точно поедут на Россию. Любителей борьбы уже давно интересует состояние здоровья нашего олимпийского чемпиона Сослана Рамонова. После победы в Рио он стал реже выходить на ковер. Борец был травмирован и перенес сложнейшую операцию на плечо. Об этом он не раз говорил и в интервью. У каждого спортсмена бывает темная полоса, и к этому надо быть готовым. И я акцент на этом не делаю, я выполняю свою работу. Моя задача заключается в том, чтобы приходить в зал, работать, набираться мастерства, опыта, и я это и делаю. Травмы они были и есть, и никто от них не застрахован. Сослан Рамонов – один из тех, кто на предстоящем чемпионате страны будет под пристальным вниманием болельщиков. Это в какой-то степени даже усложняет задачу нашему вольнику. Он прошел все этапы подготовки. У него, конечно же, есть после травмы некоторые проблемы восстановления, но по самоотдаче, по настрою, это, можно сказать, самый лучший спортсмен, кому вообще претензий нету по подготовке. Я очень надеюсь, что он встанет на те же рельсы, которые он стоял перед Олимпиадой в Рио. Наверное, немного легче будет дебютантам. Ответственность на них тоже ложится немалая, однако психологического прессинга, скорее всего, будет меньше, чем у титулованных спортсменов. Так, на сочинских ковер в рамках чемпионата России впервые выйдут Сослан Хинчагов, Ацамаз Тибоев и Хасан Хубаев. Для них эти соревнования – отличный шанс заявить о себе. Что ж, пожелаем удачи всем нашим атлетам. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Кристина Колеева, Сослан Комаев, «Спортивный интерес».
а сейчас еще одна интересная новость. В нашу республику вновь прибыли гости из дружественного Китая. И снова к Виталию Константиновичу Сланову. Какой сюрприз ждет Осетию и почему боксеры выбирают сборы именно у Сланова, об этом поговорим с нашими гостями, которых я сегодня рад приветствовать в нашей студии. Это друг нашей программы, руководитель проекта Алексей Васильев, один из самых перспективных китайских боксеров Хы Дюндюн и руководитель команды Александр Игнаткин. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, позвольте поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Сразу скажу, что с Хы Дюндюном мы будем общаться посредством вашего перевода, Александр, и надеюсь, что ему будет все понятно, все интересно. Тем более, что я знаю, какие-то русские слова он уже знает, верно? Привет. Привет. Как дела? Спасибо. Спасибо. Этого достаточно. Хочется начать, наверное, с главного. Ну, во-первых, узнаем, сколько человек в китайской делегации, которая прибыла в Северную Осетию, и на какие сборы, где они будут проходить, и что это вообще в принципе будет. В настоящий момент здесь находится 9 парней, 4 девушки, 2 тренера и Александр как руководитель делегации. И мы ожидаем еще через 2 недели еще 8 человек. Это уже будет молодежный сбор. Сейчас взрослый, будет молодежный. То есть все основной состав молодежной и взрослой команды провинции Гуйчжоу будет присутствовать здесь, в Владикавказе, и готовиться к своим соревнованиям. Достаточно большая делегация, а вот к каким соревнованиям они будут так готовиться? Но самое главное для каждой команды — это Олимпийские игры. И часть ребят должны пройти определенные этапы подготовки и определенные соревнования выиграть для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Это главная задача. Ну и другие, более локальные задачи — это спартакиада, это чемпионат мира среди военнослужащих, и у ребят молодых там очень много локальных соревнований. Александр, наверное, вас спрошу, почему все-таки Виталий Сланов? Почему китайские спортсмены едут сюда, тем более уже готовятся к Олимпийским играм, если я так правильно понимаю? В том году приехали, показали хороший результат у себя в Китае. Все довольны. Очень комфортно здесь проходить сборы. Виталий Константинович специалист очень высокого уровня, поэтому даже не было никаких сомнений, только к нему ехать и здесь тренироваться, здесь подготавливаться. И количество спортсменов увеличилось? Да, конечно. То есть изначально даже хотели чуть-чуть больше, да, но, к сожалению, мощности не позволяют. Вот, надеемся, что в следующем году, может быть, даже и побольше будет приезжать народу. Расскажите, пожалуйста, об этапах сборов, где будут проходить, опять в горах, либо будете еще и выезжать куда-то? Но в связи с тем, что эта команда взрослая всего лишь на 40 дней приезжает, вся подготовка будет проходить в Владикавказе. А вторая команда, молодежная, на 75 дней они начнут в Владикавказе, потом уезжают в Терскол, после этого возвращаются, отдыхают, и также идет интенсивная работа в парах и соревнования. Скоро, в начале августа, насколько мне известно, в нашей республике будет проведен турнир. И он тоже является уникальным. У нас такого еще, как я понимаю, не было. Россия-Китай? Да, именно Россия-Китай. Конечно, Россию будут представлять в основном спортсмены из Осетии, но мы также добавим еще очень несколько интересных ребят и девчат из прилегающих республик и из Южного федерального округа. Такого, конечно, не было, и такого и в России-то не было, чтобы матчевая встреча в таком масштабе, в таком количестве среди женской и мужской команды была представлена. И представительные боксеры, тут же очень много чемпионов Китая приехало с этой командой. Будет очень интересный матч. Но мы еще добавим в матч еще профессиональные пары. Сейчас мы разговариваем об этом, местных ребят, которые тренируются у Виталия Константиновича. И, скорее всего, это будет даже не один день, а 2. Первый день это будет открытый для посещения любой публики, а второй с участием профессиональных боксеров и лучших боксеров Китая и России будет уже платным. Это самое начало августа, ресторан «Торнер». Да, конец июля, начало августа. Хы, спрошу, наверное, вас. Едете сюда уже не в первый раз, и здесь уже, наверное, успели обрести знакомство. С какими эмоциями, с какими чувствами возвращались в Россию? Я сюда уже приезжал как второй раз, да, и это для меня как второй дом. В прошлом году были здесь 100 дней, и все эти 100 дней были наполнены большими эмоциями, разнообразными, да. Я очень счастлив приехать. А если говорить о прогрессе, который вы чувствуете после сборов, после занятий у Виталия Константиновича Сланова, вот по вашим внутренним ощущениям, насколько вы прогрессируете?
Когда я вернулся в Китай, сразу же у нас был чемпионат Китая, и я занял первое место на нем. И во всех параметрах, и сила, и скорость, да, и принятие решения, все вышло на новый уровень. Такие сборы необходимы для меня. Ну, хочется вот сейчас в студии еще спросить отношения между нашими осетинскими боксерами и вами. Вы уже друзья, насколько я понимаю. Вот какие сложились отношения в зале? 我这一次来到这边，然后 Да, второй раз уже приезжаем, в том году очень хорошо общались со всеми. Да, ну, когда все в этом году приехали, были очень рады всех видеть. Буквально, ну, уже даже, наверное, как хорошие друзья, да, где-то, наверное, такие даже какие-то как братья друг с другом. То есть очень приятно. Перед эфиром вы мне подарили такой вот значок. Я могу теперь считать себя участником вашей команды, тоже боксером? 您送给他这个标志，他是不是现在也是在你们团队里边？ 对， Конечно, конечно. 因为我们是第二次见面了。 Мы уже второй раз с вами видимся, конечно. Да, и каждый раз вы в нашей команде. Мы очень сильно рады вас видеть. Надеемся, что это не последний раз. И дай бог, чтобы все те занятия, все те сборы, которые вы тут проводите, приносили свои результаты. Ну и сейчас я хотел спросить о прогнозе. Ну, для осетинских болельщиков предстоящий бой между Муратом Гасиевым и Джоуи Давейко, наверное, одно из самых значимых событий боксерских. Как считаете, какие шансы у Мурата? Кто победит вообще? 加西耶夫，我跟他 Я думаю, что не будет проблем. Однозначная победа. Мы все будем болеть за него. Александра, ваше мнение? Я думаю, что вместе так же, как и Дюндюн, я думаю, что только победа, и даже никаких сомнений в этом нет. Ну, я так понимаю, все единогласны? Да. Я тоже не сомневаюсь в победе. Весь вопрос в том, закончит ли он досрочно или нет. И тут надо ставки ставить, в каком раунде. Но то, что Мурат победит, я не сомневаюсь. Но на спаррингах он спарринговал с очень многими серьезными партнерами в супертяжелом весе, даже с несколькими чемпионами мира. И он говорит, что ему комфортнее в супертяжелом весе, чем в первом тяжелом весе. Вот я... И прогноз нокаут в каком раунде? Ну, нокаут. Нокаут. Ну что ж, друзья, я хочу сказать вам спасибо. Я желаю вам плодотворных сборов. Мы внимательно следим за вашей карьерой. Мы рады, что все получается. И дай бог, чтобы с помощью, возможно, Виталия Константиновича Слонова, с помощью руководителя проекта, руководителя команды появились олимпийские чемпионы в вашей команде. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. В спортивном мире много легендарных чемпионов и тренеров, чей вклад в развитие того или иного вида спорта по-настоящему огромен. Одним из таких выдающихся людей, оставивших яркий след в истории, стал Асланбек Яналдиев. О турнире, который ежегодно проводится в память об Асланбеке Яналовиче, в материале моей коллеги Кристины Колиевой. Есть спортсмены, имена которых золотыми буквами вписаны в историю спорта. Среди них гордость осетинского народа Асланбек Яналдиев, заслуженный мастер спорта СССР и России по армрестлингу. Вот уже третий год во Владикавказе проходит открытый турнир по армрестлингу памяти Асланбека Яналдиева. На сей раз посостязаться и выяснить, кто на что способен, приехало около 250 человек из 25 регионов России. Участниками стали парни и девушки старше 16 лет. Сегодня приехали состязаться на этот турнир как любители, так и профессионалы. Состав профессионалов действительно выдающийся. Среди них есть и чемпионы Европы, и чемпионы мира. И это действительно радует, потому что наш республиканский армрестлинг, он, можно сказать, является базовым в сборной страны. Всего в турнире было представлено 11 весовых категорий среди мужчин и 4 среди женщин. Состязания проходили как среди любителей, так и среди профессионалов. И одна и другая категория привлекли внимание всех болельщиков и гостей. Асланбек Яналдиев – заслуженный тренер России. Он не раз становился чемпионом РСФСР и обладателем Кубка СССР по тяжелой атлетике. Яналдиев был единственным штангистом, которому удалось превзойти мировой рекорд знаменитого Василия Алексеева в рывке. Но как тренер он смог реализоваться именно в армрестлинге. Сегодня его ученики продолжают блистать и завоевывать медали не только на российских, но и на международных соревнованиях.
Турнир для нас всех является очень важным, потому что он посвящен Иналдибу Асланбеку Иналовичу, да, заслуженному тренеру Российской Федерации, моему тренеру. Поэтому для нас всех это очень важно, и многие приезжают сюда, чтобы присутствовать здесь и помнить, чтобы мы всегда помнили об этом человеке и никогда не забывали. По уровню организации этот турнир превзошел два предыдущих. Нет никакой суеты, все проходит спокойно, слаженно и судейство на высшем уровне. Делится Анастасия Максимова. Она уже второй год подряд принимает участие в турнире. На этот раз домой она вернется не с пустыми руками. Вообще очень хорошая атмосфера. Я уже приезжаю, второй год была в прошлом году. Вот. И как бы даже сравнивать всегда все на высшем уровне. На левой руке я заняла первое место, но, к сожалению, правая мне не дает знать о себе травма. Кисть все-таки я отдаю немного, поэтому немножко не дотянула до первого места. На церемонии открытия участников поприветствовали члены правительства нашей республики и пожелали удачи. Почетным гостем турнира стал президент Федерации армрестлинга России Александр Анатольевич Филимонов. Стоит отметить, что данный турнир является мастерским. Участники, завоевавшие золото, получат звание мастера спорта, а те, кто взял серебро и бронзу, разряд кандидата в мастера спорта. Третий раз на турнире участвую. Участвовал в категориях 70 первый раз, потом на втором всероссийском турнире участвовал до 75. И вот сейчас до 80 участвовал, но в предыдущие разы не получалось попасть даже как бы в тройку, не получалось, ни одной рукой не попадал. Участники соревнований показали отличную физическую подготовку. Никто не хотел уступать заветное первое место. По итогам турнира на счету сборной Северной Осетии 33 медали. Из них 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. Проще говоря, наши ребята в очередной раз подтвердили статус лидеров национальной сборной. Кристина Колева, Сергей Гаглоев, Казбек Хубаев. Спортивный интерес. Это были все главные спортивные события недели. Ну а я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всего доброго.